Хвала Всевышнему Аллаху за то, что Он наставил нас. Если бы Аллах не наставил, то мы бы и не познали истину. Мы просим помощи лишь у Всевышнего Аллаха, лишь на Него уповаем. Благословение и приветствие Всевышнего Аллаха нашему господину пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, его сподвижникам и последователям. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, который достоин поклонения, и еще раз я свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и посланником, лучшим посланником, которого он ниспослал милостью для миров. Да благословит и приветствует Аллах его сподвижников и последователей. Затем, дорогие братья, в предыдущих проповедях мы рассказывали истории пророков, приведенных в Коране. Последняя история, которую мы рассказывали, это история пророка Салиха, алейхиссалям. Мы возобновим рассказ о пророках, мир им, чтобы завершить то, что начали. Когда мы рассказываем истории пророков, мир им, особенно когда рассказываем о посланниках, то мы находим, что они страдали вместе с народом. Среди народов были те, которые страдали из-за обмана, были те, кто восстали против посланников, были и те, которые отличались скверным нравом и перешли все границы. Мы не найдем ни одного из посланников Всевышнего, народ которого страдал из-за какого-то недуга, кроме как найдем аналог этого недуга и в нашем обществе. История, она повторяется. Обман и подлость присутствуют и в нашем обществе. Извращение и переход всяческих границ морали присутствуют и в нашем обществе. Так же, как и другие недуги, которыми страдали предыдущие общины. Сегодняшний рассказ, уважаемые братья, о пророке Луте, мир ему. Наш господин пророк Лут, алейхиссалям, по мнению некоторых историков, является племянником пророка Ибрахима, мир ему. Когда пророк Ибрахим, алейхиссалям, переселялся из Ирака в города Шама, вместе с ним был и пророк Лут, мир ему. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, остановился в Палестине, а его племянник Лут остановился в местности Урдун. Всевышний Аллах ниспослал его к 4 селам, которые назывались Содом и Гоморра. Они были известны своей подлостью и упадком морали и нравственности. И Всевышний Аллах ниспослал к ним пророка Лута, алейхиссалям, для их спасения от морального разложения. Наверное, не найдется мусульманина, который не услышал бы о мерзости поступков и моральном разложении народа Лута, мир ему. Когда мы читаем священный Коран, в котором Всевышний Аллах приводит диалог между пророком Лутом, мир ему, и его народом, мы видим, что Коран не упоминает их веру, не упоминает разновидности их убеждений, чему они поклонялись и так далее. Коран лишь акцентирует внимание на мерзости поступков, которыми отличились эти моральные уроды, которые перешли всяческие границы морали.
Это мужеловство. Самый мерзкий грех, и Коран акцентирует внимание на нем, потому что общество, в котором распространяется подобный мерзкий грех, это общество, в котором не осталось ничего святого, не осталось целомудрия и стыда. Это самый мерзкий и опасный грех, который распространился на нашем земном шаре, в том числе и в наши дни. Наш рассказ сегодня охватывает несколько сторон касательно этой мерзости и морального упадка. Я приведу 3 аята из книги Всевышнего Аллаха, которые описывают мерзость этого греха и дают общую картину морального разложения общества, в котором совершается этот грех. Первый аят — смысл. Народ Лута не поверил посланникам и сказал им брат их Лут: «Разве вы не боитесь? Поистине я посланник к вам, заслуживающий доверия. Бойтесь же Аллаха и подчинитесь мне, и я не прошу у вас за это награды. Моя награда у Господа миров. Неужели вы единственные из миров людей и джиннов будете совокупляться с мужчинами? Вы оставляете созданных для вас вашим Господом женщин, воистину вы пришли в всяческие границы». Этот первый аят указывает на то, что эти люди отвернулись от благ Всевышнего Аллаха бракосочетания между мужчиной и женщиной, как это упоминается в Коране, и из его знамений то, что Он сотворил для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них покой. Это является милостью из милостей, дарованных Всевышним Аллахом. В этом аяте указывается на мерзость совокупления между мужчинами, и Всевышний Аллах этих людей называет адитами, то есть переходящими всяческие границы. Воистину вы просто пришли всяческие границы. Во втором аяте упоминается то, что не упомянули в первом аяте. Всевышний Аллах говорит, смысл: «И Лут, мир ему, сказал своему народу: неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал никто из миров? Вы, мужчины, со страстью вступаете в близость с мужчинами вместо женщин, и вы люди, пришедшие все границы нравственности, и нет у вас никакого оправдания». هذه الآية أشارت إلى شيء لم يذكر في الآية المتقدمة. В этом аяте упоминается то, что не упомянуто в первом аяте. В этом аяте упоминается, что народ Лута, алейхиссалям, не только пришли все границы, совершая этот мерзкий грех, да они еще и были первыми, кто придумал эту мерзость. То есть со времен сотворения пророка Адама, алейхиссалям, до народа Лута, алейхиссалям, история не знала случая совершения подобной мерзости, совокупления между мужчинами. Они являются теми, кто придумал этот мерзкий грех. Смысл: неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал никто из миров? Беда в том, что они являются основоположниками этого мерзкого греха, подобного которому не совершал никто из миров. Смысл: неужели вы будете совокупляться с мужчинами? Воистину вы просто пришли все границы. Далее аят: неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал никто из миров? В первом аяте указывается на мерзость, которая пришла все границы, а во втором аяте указывается на изобретение мерзости, пришедшей все границы, которого никто не совершал до них. Третий же аят Всевышний Аллах сказал, добавляя то, что не приведено в предыдущих 2 аятах. Без этого невозможно понять, насколько мерзкими являются поступки народа Лута, алейхиссалям, и как они пришли всяческие границы, распространяя эту мерзость. Смысл аята: вы, мужчины, испытываете вожделение к мужчинам, грабите путников и совершаете на своих сборищах греховное. Этот аят приводит еще 2 греха, которые они совершали. Это то, что они перекрывали дорогу проходившим и проезжавшим людям, но не с целью разбоя и обладания имуществом, а с целью насильственного приобщения к своему мерзкому греху. И 4-й грех, который приводится в этом аяте, это то, что они это совершали демонстративно. То есть они прилюдно совершали однополые сношения мужчин с мужчинами с целью демонстрации и популяризации этого мерзкого греха. В итоге эти аяты повествуют нам о 4 грехах, которые совершал
народ пророка Лута, алейхиссалям. Первое – это совокупление мужчин с мужчинами. Второе – придумывание этого мерзкого греха, который до них не совершал никто. Третье – перекрывание дорогу проходившим мужчинам с целью совершения этого мерзкого греха вместе с ними. И четвертое – они демонстрировали и продвигали этот мерзкий грех во все слои общества с целью его морального разложения. По сути, в демонстративном совершении греха присутствуют два греха. Первое – сам этот грех, и второе – его демонстрация. А в демонстрации есть призыв к совершению этого греха. Тот, кто совершил грех тайно, он совершил один грех и стесняется людей. А народ пророка Лута, мир ему, совершали этот грех демонстративно, призывая всех людей последовать за ними. Смысл аята: «Неужели вы будете совокупляться с мужчинами?» Далее аят: «Неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал никто из миров?» Далее: «Неужели вы перекрываете дороги мужчинам с целью насильственного совокупления с ними?» И также далее: «Неужели вы будете распространять эту мерзость в обществе с целью его морального разложения?» Эти дополнительные грехи, о которых нам повествует Коран, они совершали с целью перехода всяческих границ морали и дозволенного. Эти три аята дают общую картину аномалии народа Лута, алейхиссалям. Всевышний Аллах не спаслал в эти села, которые пришли всяческие границы морали и сняли одеяние скромности, стыда и целомудрия, пророка Лута, мир ему, для их спасения от окончательного морального разложения. Здесь есть несколько вопросов, связанных с этой проблемой. По мудрости Всевышнего Аллаха мы должны понять опасность распространения этого мерзкого греха. И сегодня через средства массовой информации, создав для этого специальные движения, пытаются распространить этот мерзкий грех под видом защиты прав сексуальных меньшинств и так далее. Всевышний Аллах по своей мудрости создал род человеческий, продолжающимся на земле через оставление потомства. И оставление потомства и продолжение рода человеческого на земле невозможно без сохранения института семьи и супружества между мужчиной и женщиной. Люди, которые пропагандируют однополые отношения между двумя мужчинами или между двумя женщинами, совершают две мерзости. Первое, они пытаются противостоять мудрости Всевышнего Аллаха, который создал мужчину и женщину и установил правила для института семьи между ними, чтобы продолжился человеческий род. Человек, который нарушает эти правила и пытается реализовать свои страсти однополыми отношениями, восстает против мудрости Всевышнего Аллаха в создании им мужчины и женщины и в установлении правил отношений между ними. Второе, они пытаются уничтожить род человеческий на земле. Если бы Всевышний захотел, Он бы всех людей создал бы мужчинами и не призывал бы людей к продолжению человеческого рода. В создании Всевышним Аллахом мужчины и женщины есть мудрость Всевышнего Аллаха в продолжении человеческого рода через институт семьи, союза между мужчиной и женщиной. Человек, который пытается удовлетворить свои физиологические потребности путем сношения с подобным себе, нарушает порядок, созданный мудростью Всевышнего Аллаха, и становится угрозой продолжения человеческого рода на Земле. Мы слышим, что популяция человеческого рода на Земле проходит быстрыми темпами. Это то, что сегодня называется демографическим взрывом. А вы слышали, как размышляют над сокращением популяции человеческого рода? Какие идеи дают, чтобы справиться с демографическими взрывами? Развязывают войны то тут, то там, уничтожая людей и разрушая города, принимают законы, защищающие и поддерживающие однополые браки, якобы для защиты сексуальных меньшинств. Если узаконят однополые браки и уничтожат институт семьи в традиционном его виде, то смогут справиться с демографическим взрывом. Например, если в мире прирост населения в год составляет 1 миллион человек, то после принятия подобных законов и продвижения в средствах массовой информации антисемейного контента, то прирост населения упадет до 50%, а постепенно может упасть и до полного исчезновения человеческого рода.
Поэтому, чтобы справиться с демографическими взрывами и перенаселением планеты, придумывают способы добровольного отказа от оставления потомства и продолжения человеческого рода. Одним из таких способов является закон о легализации гомосексуализма. А вы знаете, когда был принят закон о легализации гомосексуальных отношений, например, в британском парламенте? Я-то думал, что это вчера придумали. Оказывается, закон о легализации гомосексуальных отношений британским парламентом был принят 27 июля 1967 года. Первыми они узаконили эту мерзость и дали ему правовой статус. Этой аномалии, или как некоторые называют болезни, дали правовой статус, и у этих моральных уродов, последователей народа Лута, алейхиссалям, появились права совершать эту мерзость и право создать организации для ее распространения. И они стали защищать свои права, в кавычках, как организации по защите прав чернокожих людей, индейцев и так далее. Для мусульман вопрос с правами человека был решен тогда, когда был ниспослан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Воистину самый почетный среди вас – это самый богобоязненный из вас. Нет преимущества для араба над неарабом или же белого над черным, кроме как из-за богобоязненности». Это установка Всевышнего Аллаха. Сегодня гомосексуалисты или другие последователи ЛГБТ-движения требуют для себя права, как это требовали индейцы в Америке, когда белые люди сдирали с них кожу. Самая опасная проблема сегодня то, что они требуют себе места везде и особого отношения к себе во всем. Помните недавно на чемпионате мира в Катаре? Кто интересуется спортом, наверное, видели, как немецкая сборная по футболу была в замешательстве, закрыв свои рты руками, когда им запретили носить повязки и шнурки, пропагандирующие однополые браки. Это они восприняли как запрет свободы слова и на демонстрацию своей принадлежности. Сегодня футбол завоевал наши дома. Наши дети занимаются спортом и интересуются им. Если мы не поймем опасность подобных моральных отклонений и не сможем привить наших детей от подобной мерзости и морального уродства, то со временем мы найдем наших детей неформалами, последователями однополых отношений. Вначале, когда впервые появились гомосексуалисты, люди их презирали и считали отклонением от нормы и моральным разложением. Со временем британский парламент принял закон о легализации гомосексуальных отношений. Свобода выбора в кавычках, свобода мысли в кавычках, уважительное отношение к другому мнению в кавычках. Ты свободен, пока не навязываешь свое мнение другим в кавычках. Эти и другие актуальные лозунги являются теми лозунгами, которые взяли на вооружение пропагандисты гомосексуальных и однополых отношений. Спустя время они потребовали себе флаг и придумали его в виде радуги. Далее начали требовать, чтобы во всех парламентах были их последователи. Сегодня они уже проповедуют свои гомосексуальные ценности в кавычках, как семейные ценности и права человека. Запомните, братья мои, спустя время придет день, я прошу Аллаха, чтобы он не настал, когда мы услышим, что наш сосед заключил однополый союз и будет призывать уже нас, чтобы мы присоединились к этой мерзости. И далее придет время, когда уже человек, заключивший брак с противоположным полом, станет исключением и будет стыдиться своего поступка и скрывать это от других. В то время, когда однополые браки будут популярными и будут заключаться демонстративно. Потому что грех начинается, будучи редкостью и постыдным поступком, а потом становится популярным и продвигаемым приспешниками сатаны с помощью принятия законов. И тогда уже традиционные отношения станут исключением и отклонением от нормы. Помните смысл аята? «Гоните родню Лута, алейхиссалям, из своей деревни, они ведь традиционалисты, придерживающиеся моральных принципов». Почему их нужно прогонять? Потому что они считают однополые отношения исключением, придерживаясь моральных принципов и выступая против наших традиционных однополых отношений. Это война терминов в противостоянии между нравственностью и моральным разложением. Недавно я слышал историю популярного египетского футболиста, который взорвал интернет. Выступая экспертом во время трансляции английской премьер-лиги, он призвал футболистов бойкотировать кампанию «Радужные шнурки» и избегать всего, что связано с ЛГБТ во время трансляции футбола.
Тогда обе команды использовали шнурки и повязки с атрибутикой пропаганды ЛГБТ-движения. Обе команды поднимали их флаг, популяризируя их, якобы защищая их права. Футболист в прямом эфире разоблачил их в пропаганде этой мерзости и заявил: «Я не призываю людей отказаться от спорта, не призываю оставить футбол, но не будьте пропагандистами этой мерзости, не участвуйте в английской премьер-лиге, потому что это является пропагандой ЛГБТ». Он заявил: «Раньше мы просто игнорировали этот феномен, но сейчас он стал страшен, он реально существует, он прорвался в наше общество. Этот феномен противоречит не только нормам ислама, но и человеческой природе. Мы должны быть внимательными и осторожными, ведь спорт сейчас в каждом доме». Раскритиковав эту мерзость и раскрыв истинные цели тех, кто продвигает эти пагубные идеи, он возвысился в моих глазах не потому, что он хорошо играет в футбол, а потому, что он основатель этого публичного осуждения пропаганды ЛГБТ. Он указал, что это противоречит общечеловеческой природе и морали. В христианстве гомосексуализм запрещен, в иудаизме гомосексуализм запрещен, и в исламе гомосексуализм запрещен. Но, тем не менее, появились мерзкие, беспринципные, аморальные люди и требуют от футболистов носить символику ЛГБТ и поднимать их флаги под видом якобы защиты прав человека. Он призвал всех, кто имеет отношение к футболу и его трансляции, бойкотировать каждую игру, в которой будет призыв к легализации и популяризации этой мерзости, как бы они нас ни прозвали, устаревшими традиционалистами, моралистами. Религия и убеждение – это то, из чего состоишь ты. Ты смотри, от кого берешь свою религию. Играй в футбол и сделай все, что захочешь из дозволенного, но берегись оторваться от своих истоков, где бы ты ни находился. Порядочный человек начинает стесняться своего благородства и скрывать его, а аморальные гомосексуалисты начинают направо и налево демонстрировать свою мерзость и пропагандировать ее. Как я буду смотреть футбол, сидя вместе с ребенком, когда во время футбола пропагандируют гомосексуализм и поднимают флаги ЛГБТ? Это серьезная проблема. Перед Всевышним Аллахом мы обязаны бойкотировать каждую вещь, в котором есть пропаганда ЛГБТ-движения. И нам нельзя обмануться красивой оболочкой и лозунгами, когда говорят о защите прав человека, свободе слова, тебе не помешают другие, пока ты сам свободен в своих действиях, я за себя отвечу, мне нет дела до других, все это в кавычках и так далее. Твоя свобода должна заканчиваться там, где начинается ущемление прав другого человека. Пропаганда ЛГБТ-движения является вызовом человеческому роду, поэтому ни одна религия не разрешает однополые связи. Это противоречит сохранению человеческого рода, противоречит мудрости Всевышнего Аллаха в создании мужчины и женщины на земле и противоречит всем религиям. Другая опасность, уважаемые братья, это игра терминами, точнее сказать, терминологическая война. Что же это такое? Посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалам, сказал в хадисе, который приводит Ибн Хиббан в Сахихе, Абу Дауд в Суннане. Посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалам, рассказал о времени, в котором мы пребываем, и он сказал: «Воистину люди моей общины будут выпивать опьяняющие напитки, называя их другими названиями». Он рассказал, что люди будут выпивать опьяняющие напитки, но не будут их называть таковыми, потому что это название режет слух и отталкивает людей. И это время пришло, люди выпивают то, что меняет разум, и называют это энергетическими напитками, напитком для души. Несмотря на то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, велел нам сохранять души от нечисти. Опьяняющее в основе своем является нечистью и большим грехом. Это мерзость из привычек сатаны. Отбросили все эти определения и назвали красивыми, привлекательными именами. Энергетический напиток. Да, они признают, что подменили название, чтобы он понравился людям. Это и есть терминологическая война. А вы слышали, как в новостях рассказывают о порнозвездах? Это мерзкое деяние связали со статусом «звезда». Это война терминов.
прежние времена статусом звезда нарекали лишь праведников. Наш господин имам аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, говорит при упоминании имама Малика: наша звезда Малик. А сегодня статусом звезда нарекает людей, совершающих самые мерзкие поступки. Это также является терминологической войной. Также терминологической войной является ЛГБТ, гомосексуализм и защита сексуальных меньшинств. Всевышний Аллах как назвал этот поступок? Название Всевышнего Аллаха является правильным или название, придуманное людьми? Название Всевышнего Аллаха является правильным и лучшим, и Он в Коране назвал это одним названием – мерзость. Это описание Корана, и мы его не изменим. Всевышний Аллах в Коране говорит, смысл: неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал никто из миров? Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: воистину люди моей общины будут выпивать опьяняющие напитки, называя их другими названиями. Если мы обобщим этот хадис, то получается, они будут совершать мерзкие поступки, то есть однополые связи, называя их другими именами, то есть защитой прав сексуальных меньшинств, или будут совершать еще большие грехи, называя их по-другому. Пророк, алейхиссалату вассалам, будто предупреждает нас, он говорит: придет время, когда будут проходить терминологические войны. В Коране сказано, смысл: воистину вы осознанно будете совершать мерзкие поступки, которых не совершал до вас никто. Если вы хотите назвать этот поступок так, как назвал его Всевышний Аллах, то это мерзость. Есть еще одна опасность в наше время. По истории мы знаем, что среди народа Лута, мир ему, был распространен гомосексуализм, но не было лесбиянства. А сегодняшние пропагандисты однополых браков призывают к однополым бракам и среди женщин, и среди мужчин. Этим поступком они превосходят в своей мерзости даже народ Лута, алейхиссалам. Я также прочитал одну статью, которая касалась этой темы. Она была написана в защиту этих распространителей мерзости. Я был поражен, братья мои. Умный человек, мусульманин, говорит следующее: оставьте этих людей, пускай они делают свою религию, а мы сделаем свою, это их дело, Аллах им судья, нам нет дела до них, пусть делают, что хотят. Нам что? Нам что сделать? Промолчать и сделать вид, что ничего не происходит, пока придет время, в котором уже мы станем не традиционалистами, а архаичным меньшинством, которое придерживается морали и нравственности, а традицией станет гомосексуализм? Один еще возражает: почему вы ругаете нетрадиционалистов и приравниваете их к народу Лута, мир ему? Они же не перекрывают якобы дороги и не совершают однополые сношения насильно, как это делал народ пророка Лута. Они же это делают якобы по обоюдному согласию. Здравомыслящий мусульманин обязан дать оценку этой мерзости, как дал пророк Лут, алейхиссалам, когда его народ начал совершать эту мерзость. Всевышний Аллах говорит в Коране, повествуя об этом, смысл: воистину я из тех, кому ненавистны ваши мерзкие поступки. Пророк Всевышнего Аллаха Лут, мир ему, не счел допустимым промолчать, посчитав это личным делом каждого и его свободой.
Необходимо продемонстрировать наше несогласие с этой мерзостью. Заметьте, он не сказал, что ему ненавистны они, а сказал, что ему ненавистны их мерзкие поступки. Посмотрите, название «злость» тоже усиленно. Это означает, что его сердце горело злостью к этой мерзости, когда слышал об этой мерзости. Это обязанность каждого мусульманина и мусульманки, как упомянуто в Коране. يقلى قليا بالزيت عندما أسمع عن حالة شذوذ عندما أسمع عن قضية شذوذ هذا واجب المسلم كما ذكره القرآن الكريم ولاحظوا يريد القرآن أن يشير إلى أن هذه القضية قضية إنسانية. Еще помните, что там подчеркивается? Смысл. Я из тех, кому ненавистны. Не ему одному ненавистны, а обществу. То есть обществу должны быть ненавистны эти мерзкие поступки. Каждый человек обязан злиться из-за этой мерзости и ее пропаганды. Терминологическая война с целью одобрения того, чего остерегаются люди, это еще называют поэтическим рассуждением, когда смягчают фразу, чтобы слушателю понравилось. Например, спиртное называют энергетическим напитком, чтобы усыпить бдительность, и захотелось попробовать. А мед называют горькой, отвратительной жидкостью, чтобы отталкивать людей. Когда услышишь подобное определение, не захочешь же его попробовать, хотя в нем здоровье для людей. От меда отталкивают, а к спиртному притягивают с помощью игры слов. Это и есть терминологическая война. Мусульман отталкивают друг от друга, назвав их террористами. Я вам рассказывал недавно на уроке, одна женщина зашла в школьную учительскую и поприветствовала присутствующих. «Ассаляму алейкум». Другая женщина ей в ответ говорит: «Ты что, террористка?» С помощью этой же войны терминами ей внушили, что это прекрасное приветствие мусульман является признаком террористов. Это прекрасное приветствие, которое установлено Создателем. Разве есть слова лучше слов «мир» и «спокойствие»? Это слово привязали к террористам, и им пугают людей, чтобы боялись поприветствовать ими. Дошло до того, что мусульмане приветствуют друг друга словами «доброе утро», «добрый вечер», опасаясь подозрений, используют приветствие на английском языке или приветствие других конфессий. Исламские термины целенаправленно пачкают, привязывая их к террору и к террористам, чтобы отталкивать людей от их использования в практике. Нам необходимо предостеречь нашу молодежь от этих напастей, чтобы наши дети были привиты от подобного рода морального разложения, чтобы они были сохранены от слепого следования этим западным ценностям. Если кто-то совершил благое, то награда за это будет ему, а если кто-то совершит дурной поступок, то за это наказание тоже будет ему. Воистину все мы возвратимся к Всевышнему Аллаху.